Co wam ogrodowe? Я специально, когда вот вы в белорусском доме там были, я специально за вами назирал, думаю, вот человека поглядеть, як он изменился. Вы моцно изменились. Да ладно. Это коли было? А вот коли вы приезжали? Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашукі. Каб доўга нічога не гаварыць, скажу проста. Сёння у нас у гасцях Светлана Тихановская. Добрый день, спадарыня Светлана. Добрый день, Зміцер. Спадарыня Светлана, вот я доўга думаў, як да вас звярнуцца. Некаторыя пишут лідар дэмакратычных сіл Беларусі. Некаторыя, як Сергей Чалы, пастаянна кажа, абраны прэзідэнт Беларусі. Як вы любіце, вот, каб да вас звярталіся? Я человек простой, и мне достаточно от белорусов Светлана Георгиевна, как кому комфортнее. Все вот эти титулы, лидер, обранный президент, они, на самом деле, вот для меня никакого значения не имеют. Поэтому как вам комфортно, так и обращайтесь. Мы з вами вось так вот вочы ў вочы за студыяй перад мікрафонамі апошні раз сустракаліся ў ліпені 2020 года, калі записывалі праграму пытаннічкі ад Лукашука. І я зараз назіраю за вами і вот асэнсоўваю, якія змены адбыліся у Светлане Тихановскай. Я сваё, можа быць, меркаванне пазней скажу, а зараз мне цікава ваше адчуванне. Вось по вашему меркаванню, адчуванню, Светлана Тихановская ліпеня 2020 года и Светлана Тихановская сёння, чым яны адрозніваюцца? Вы знаете, как человек я, наверное, не изменилась совсем. Те моральные качества, которые они были, они и остались. Единственное, что я, наверное, чувствую себя сейчас увереннее в себе, потому что я ощущаю колоссальную поддержку белорусов. И я понимаю, для чего я это делаю, чтобы освободить людей из тюрем, чтобы освободить всех белорусов от 27-летнего рабства, чтобы люди поверили в себя. Но опять же, мне тоже нужна поддержка, которую я получаю. Поэтому уверенность и вера. Ведаеце, я уважліва за вами назіраў, калі была у вас сустрэча ў беларускім доме месяц таму, і пасля этой сустрэчы таксама напісаў, што Светлана моцна змянілася. Там адразу чакаючы, што я там якую-нибудь гадасць зараз скажу, мне, і как же ж вот она змянілася? Напісаў, стала больш упэўненая у сабе. Насамрэч, гэта сапраўды відавочна. Калі ўжо мы кажам пра тое, што змянілася, так вось тады ў 20-м годзе вы казалі, што вы не палітык. Тады, можа, так яно і было, але часта прайшоў. Сёння у вас ёсць каманда, сёння у вас ёсць дарадцы, сёння у вас ёсць офіс, сёння вы сустракаецеся з вядучымі палітыкамі вядучых краінаў. Трансфармацыя Светланы Тихановскай з непалітыка ў палітыка ўсё ж таки адбылася? В какой-то степени, наверное, да, потому что, общаясь в этой политической среде, с политиками мирового уровня, ты все равно учишься, ты понимаешь, что ты участвуешь в политическом процессе своей страны и других стран, поэтому с этой точки зрения, да. Но я бы, наверное, назвала себя каким-то, может быть, моральным ориентиром, больше моральным политиком, потому что все равно, чтобы быть в политике, нужно понимать, как она работает, что идут какие-то подковерные игры, какие-то лоббисты работают, и тот, кому ты, может быть, сегодня пожимаешь руку, завтра изменить свою риторику, к этому надо быть готовым. А так как я ко всему подхожу больше как человек, а не больше как политик, то
некоторые вещи мне некомфортны, непонятные, что вот сегодня одно, а завтра другое. Как я говорю, вот я все равно больше осталась человеком, чем политиком, но я стараюсь. Это то, что я сейчас должна делать. Но мне кажется, что я с радостью, когда придет время, избавлюсь от этого бремени называться политиком. Дарэчы, а ці атрымліваецца у кого-нибудь вами маніпуляваць? Я думаю, вы бачылі гэтыя там у прапаганды допісы про тое, что да вось гэтай Ціханаўскай вячорка маніпулюе. Вот, дарэчы, там вот стаіць за вакном і таксама там назірае, маніпулюе поглядам. Маніпулюе ці не? Ці вот хто можа маніпуляваць Светланай Ціханаўскай? Дакладней так, ці можа хоть кто-нибудь маніпуляваць? Я очень сомневаюсь, что мной можно манипулировать. Мне, конечно, очень много дают советов разные люди из моей команды, политики из других стран, но все равно решение ты принимаешь сама, основываясь на собственных суждениях, на, опять же, каких-то моральных принципах. Мне никто не может сказать, надо сделать так, и все, никак по-другому. Если тебе это не импонирует, если твоя душа не лежит к такому решению, то это решение принято не будет. І яшчэ да, можа быць, магчымых зменаў, вы казалі раней у тым же самым нашай размове, што ўсё ж таки ваше такое пакліканне — гэта выхаванне дзяцей. Нават калі перайсці, памятаеце, мы тады з вами гаварылі пра рэцэпт котлет ад Светланы Ціханаўскай. Ну вот хай сабе нават пячы котлеты, ну вот займацца такой вот звычайным жыццём. Зараз вот вы самі прызналі, што вы ўсё ж таки эпітэты там маральны, арыенцір, палітык, вот, але ўсё ж таки змяніліся. І вот сёння гэта магчыма? Вот взять, обрубить и сказать, все, я вертаюсь вот до вот таких вот занятков. Если к тому моменту, как мне нужно будет принять это решение, мы добьемся тех целей, которые мы перед собой ставим, а именно все политзаключенные будут выпущены, наша страна перейдет к конструктивному диалогу и к переменам, которых мы так всех ждем, и я больше не нужна, моя деятельность не нужна больше будет белорусам, я, поверьте мне, с радостью перейду к каким-то домашним обязанностям. Возможно, как-то дальше будет строиться моя карьера, не обязательно вообще в политическом поле, но если будет рядом муж, дети, я с радостью окунусь в домашний быт. Ай, Светлана, ведаеце, я зараз, хай будзе такое высокопарное параўнанне, але просто я зараз гляжу на сыход Ангелы Меркель. Ну вот все одно ж, вот яна сышла типа з палітыкі, але ці адпусціла яе палітыка. Так и у вас, мне падаецца, будзе. Ну, возможно, знаете, мы предполагаем, Бог располагает, и, конечно, Ангелу Меркель с политики не отпустят, она будет весомой фигурой в политических каких-то решениях страны, пускай и неявным. Поэтому я еще раз говорю, когда белорусы меня отпустят, когда все поймут, что я не могу больше приносить пользу по каким-то причинам, либо не могу, то для меня не будет проблемой уйти. Но если я буду знать, что я могу быть полезна, не важно в каком качестве, то я буду выполнять то, что я должна выполнять до конца. Вы казалі про тое, что калі перамога будзе, то Светлана Ціханаўская прыходзіць да ўлады на паўгады, каб падрыхтаваць, арганізаваць і правесці новыя выбары, у якіх яна удзельнічаць не будзе. Але глядзіце, як развіваецца сітуацыя. Мне падаецца, што вот гэты сцэнар, калі Лукашенко сыходзіць, Светлана Ціханаўская спакойна прыходзіць там, неважно, як это назваць, выканаўца абавязкаў кіраўніка краіны ці яшчэ што-нибудь, і займаецца арганізацыяй выбараў, наўрад ці гэта магчыма. Не сыдзе ён. Нават калі яго даціснуць і прымусяць правесці новыя выбары, гэта будзе альбо Лукашенко праводзіць новыя выбары, але пад ціскам, калі магчыма, удзел незалежных кандыдатаў і правядзенне падліку галасоў, альбо гэта будзе пад эгідай АБСЕ, але гэта будуць ад пачатку, хутчэй за ўсё, вот новая выбарчая кампанія. І каб вот нават гэтыя паўгады былі,
Святлане Ціхановскай трэба будзе удзельнічаць у гэтых вось новых выбарах. Пойдзе яна на гэта? Каб выйграць у чарговы раз і сказаць, а зараз я на паўгады і... Нет, ну зачем нам второй раз такой сценарий? Новые выборы, ранние, честные, прозрачные, которых мы хотим добиться, на эти выборы, я уверена, выставят кандидатуры люди, которые хотели участвовать и в прошлом году. Новые лидеры появляются. И у нас такая стратегия, что от 40 до 60 дней займет подготовка к этим выборам. За это время люди представят свои программы белорусам, и белорусы уже будут выбирать из тех кандидатур, которые выдвинутся. Нету смысла мне еще раз ставить свою кандидатуру и потом через полгода еще одни выборы. Это уже слишком. Нам достаточно будет одних, где люди сделают свой выбор. А вы пораите беларусам, за кого з гэтых новых кандыдатаў галасаваць? Ёсць у вас бачанне таго кандыдата, які б вам імпанаваў, скажем так? Послушайте, я жена своего мужа, и если Сергей пожелает участвовать в новых выборах, то я, конечно, буду с ним. Советовать либо не советовать, я думаю, что в тех обстоятельствах уже не нужно будет. Люди сами будут смотреть. И я думаю, что будет много достойных кандидатур, но я буду с Сергеем. Чамусьці я не сомневался, что вы так откажете. Не изменился ваш отказ за гэты год ці паўтары. Давайте, может быть, да міжнародных, так и да міжнародны накірунак, але калі на заходнім накірунку з Еўросаюзам, з ЗША, з Канадай, все зразумела, у вас там суцэльныя поспехи, то давайте, может быть, да больш праблемных таких накірункаў. Скажем, Россия. Ці верыце вы до гэтага часу, что Россия, Москва, Путин, Кремль, яны ўсё ж таки нейкім чынам стануць на бок беларускага народа? Вы не бачыце пагрозаў на фоне того, что адбываецца, як яны вядуць гэтыя свае прымус да інтэграцыі і гэтак далей, что ўсё ж таки адтуль ідзе пагроза? Якое у вас стаўленне ўвогуле да усходу? Знаете, я не прекращу предлагать Кремлю конструктивную роль в решении кризиса Беларуси. Так получилось, что предыдущее правительство Беларуси выстроило очень зависимую от России политику в нашей стране. И этот фактор нельзя игнорировать. И я думаю, что не нужно идти на эскалацию конфликта с Кремлем, то есть не надо их в чем-то обвинять, нельзя идти на разрыв отношений, потому что наши народы, они все равно близки, все равно мы будем все время соседями. Но и понятно, что Кремль не повернет свою точку зрения сразу же одномоментно на 180 градусов, но показывать им, что у нас нет противороссийских настроений в стране, что мы хотели бы дальше выстраивать нормальные торговые отношения как минимум со страной, с Россией. Но из-за того, что вы сейчас поддерживаете политику нелегитимного президента, вы тем самым и ваша жизнь становится сложнее. Вы видите, что человек импульсивный, принимает совершенно какие-то ненормальные решения, которые могут повлиять и на ваши отношения с западными странами. Поэтому поддержка этого человека выйдет вам дороже, так называемая дружба с ним. Поэтому нужно все-таки в 21 веке находить способы разговаривать и мирно решать проблемы. И, слушайте, надо верить, но надо еще и работать над этим. Поэтому, я говорю, эскалация конфликта, она ни к чему не приведет. Атрымліваецца, што калі б раптам вы атрымалі запрашэнне на размову, хай можа быць не з Пуціным, а з кімсьці з высокіх чыноў з адміністрацыі прэзідэнта, вы б скарысталіся гэтым шансам?
Ну, конечно, воспользовалась бы. У нас же не геополитическая революция в стране. У нас борьба против диктатуры, против насилия, против репрессий и гнета. Поэтому мы будем разговаривать со всеми странами, которые могут конструктивно повлиять на решение политического и гуманитарного кризиса в стране. Но на нейтральной территории. Украина. Мне падаецца, што гэты накірунак ну троху правальны, скажем так, у работе офіса Светланы Тихановскай. Ну вот, ну как-то вот не вельмі. Не той узровень адносінаў, як вот і з США, і з усімі еўрапейскімі краінамі, а тут что-то не так. Что не так? Вот что и кому трэба зрабіць, сказать? Вот Тихановская павінна нешта сказать, каб там сказали, а, ну цяпер все нормально. Ці яны павінны нешта сказать. Вот что? У нас есть поддержка от Украины, но мы должны понимать, в каком положении находится Украина сейчас. И это давление со стороны России и, возможно, эскалация военного конфликта там. И Украина сейчас должна быть очень осторожна. Можно рубить с плеча, мы поддерживаем, демократические силы, они поддерживают, но не открыто. Не было у меня встреч на высоком уровне в Украине там, с господином Зеленским или с премьер-министром, но они вынуждены сейчас очень осторожно себя вести. И они, к сожалению, зависят и от какой-то продукции из Беларуси. Но вот заявление про признание Крыма нелегитимным президентом Беларуси может сыграть вот решающую роль в отношениях между нашими странами и также выход на новый уровень отношений демсил и Украины. А ваша позиция по Крыме с 2020 года изменилась? Вы тогда в эфире сказали... Де юре, де факто, да, я тогда говорила, но это было, понимаете, все об осторожности тогда тоже. Сейчас, конечно, все всегда признают, что Крым украинский, то есть он незаконно сейчас находится под влиянием России. Поэтому, да. Рэпрэсіі цягам усяго гэтага часу, як яны, на ваш погляд, змянілі беларускае грамадства, і як вы лічыце, што беларусам, якія знаходзяцца ў Беларусі, зараз лепш зрабіць, як сябе паводзіць? Я пра прыхільнікаў пераменаў гавару. Ўсё ж такі затаіцца, каб захаваць сябе, ці рызыкуючы удзельнічаць у нейкіх праектах, рабіць што, ну, как бы што-небудзь? Участвовать в проектах, но очень аккуратно, очень осторожно, чтобы себя сохранить. Нам нужны люди, их очень много в Беларуси, их миллионы, которые каждый день живут в страхе. И мы должны это понимать, и мы не можем просить от людей слишком много, потому что мы понимаем, когда каждый день в твою квартиру могут ворваться люди в черном, забрать в тюрьму, ты должен постоянно быть готов. Сейчас забирают тех, кто когда-то оставил подписи за Бабарика, хотя очень многие из этих подписей тогда были не признаны, насколько мы помним, но все равно это абсолютно незаконный повод задерживать людей, но, как говорится, у нас в стране уже, к сожалению, давно не до законов, поэтому безопасность прежде всего сейчас. Это самое главное. Людям не надо пока на данный момент лезть на амбразуру, ну и люди сейчас не готовы. После тех репрессий, после того ужаса, который испытал белорусский народ в прошлом году, наверное, это сейчас невозможно. Но нам нужно продолжать строить структуры. Нам нужно делать все возможное, чтобы готовиться к следующему этапу, вступать в план перемога. Там уже больше 200 тысяч человек. Это активные граждане. Рабочим вступать в рабочий рух. Там тоже очень много людей, и не прекращать общаться. Сейчас задача режима изолировать всех, посадить дома в страхе. Постоянно, я знаю, крутят ролики с изображениями избитых, как вламываются к людям в дом. Это для того, чтобы нагнетать этот страх. Вот, но, опять же, никто из белорусов не сможет забыть
глаза друг друга в прошлом году. Все чувствовали друг друга. И поэтому это уже не искоренить. Да, страшно, но люди-то понимают, что все, мы не можем сейчас опять опустить головы и сидеть, ждать, пока режим сделает из нас рабов опять. Главная цель вызвалення палітзняволеных. Тым не менш зараз і эксперты і палітыкі, ось і Шрайбман, і Міленкевіч і іншыя кажуць, што можа быць дзеля того, каб дамагчыся вызвалення палітвязняў, адмовіцца ад патрабавання часова правядзення свабодных выбараў, каб Захад пачаў перамовы з Лукашэнкам і вызваліць палітвязняў, спыніць рэпрэсіі, а далей неяк так будзе. Для гэтага трэба, прынамсі, каб санкцыі не пашыраліся, а можа нават і замарозіліся. Як вы ставіце? Это круговая порука такая. Мы испытывали это уже в нашей стране несколько раз, когда была торговля политзаключенными, и это не выход. Это, возможно, удобнее было бы для всех, для экспертов, для политических обозревателей. Но людям от этого легче не станет. И вы знаете, мы же слышим голоса и Маши, и Максима, и Виктора Бабарика, Сергея Тихановского, что мы в вас верим, не давайте этой власти возможности нами торговаться. Идите до конца, идите до победы. Люди там верят. Мы не можем просто так взять и предать тех, кто пожертвовал собой, чтобы мы шли дальше к своей цели. Потому что освободить политзаключенных – это первостепенная задача, но освободить страну – это задача максимум. І на заканчэнне, як вы лічыце самі, што цягам гэтага года у вас, у офіса, можа быць, не атрымалася зрабіць? Хацелася, а не атрымалася. Я зараз не пра гэтыя звыш мэты, вызвалення палітвязняў, правядзення новых выбараў, але, можа быць, штосьці было ў планах, што падавалася рэальным, не склалася. Ці, можа, наадварот, самай галоўнай перамогай. Падвядзіце вы вынікі. Вы знаете, наверное, то, что не получилось, но мы над этим работаем, это помощь людям в стране. К сожалению, все организации, которые каким-то образом могли помогать, поддерживать белорусов, были ликвидированы. И очень тяжело с помощью семьям политзаключенных, людям, которые были уволены. Над этим надо работать. А так, с белорусами мы общаемся каждый день, мы стараемся координировать наши действия, поэтому Беларусь не ушла из повестки дня международной. Беларусь остается в повестке белорусской. Люди не опустили руки и как могут продолжают борьбу. Не хватает именно физической помощи там. Дзякуй вялікі. Я ведаю, што вам трэба ехаць. На жаль, у мяне тут шмат пытанняў, якія і пытаннічкаў, якія не паспеў задаць. Спадзяюся, што ў нас будзе яшчэ магчымасць. Тым не менш, я хацеў бы зрабіць вам два невялічкіх падарунчка. Па-першае, моя дачка прасіла перадаць вам вось такую паштовачку с вашим партрэтам і невялічкімі пажаданнямі да калядаў. Таму вось гэта ад Міраславы. А гэта вы былі удзельніцай праграмы «Ідэя-Х». Зараз я рыхтую кнігу да выхаду. Я вам абяцаў тады, што будзе кубак у падарунак, як толькі сустрэнемся. Таму вось гэты кубак ад праграмы «Ідэя-Х», Еўрарадыё, крамы «Сымбаль-Бай» вам таксама на памяць. Трэба ж выконваць свае абавязкі. І карыстаючыся магчымасцей, на жаль, я думаю, до Нового года у нас новай сустрэчы не будзе. Можа быць, вы скажаце пару слоў да беларусаў. Вы ведаеце, з адной стороны, я разумею, што у беларусаў няма святочнага настрою, бо кожны дзень гэта ахвяры, кожны дзень гэта слёзы мацярынскія, і вельмі цяжка адчуць атмасферу праздніку.
Але ж мне хацелася б, каб людзі, якія маюць магчымасць, якія вымушаны былі з'ехаць, альбо беларуская дыяспара, бо людзі па ўсім свеце змаглі б знайсці магчымасць і павіншаваць тых, хто застаўся ў Беларусі, хто змагаецца кожны дзень і зрабіць маленькае свята у каляды ці Новы год. Дзякуй вялікі. Ну і мне было асабліва прыемна пачуць вось гэтую цудоўную беларускую мову ад Святланы Ціхановскай, і я веру, што калі яна стане кіраўніком Беларусі, мы будзем часта чуць ад новага кіраўніка Беларусі менавіта зварот па-беларуску да беларусаў. Дзякуй вялікі. Святлана Ціхановская, Зміцер Лукашук, слухайце і глядзіце нас. Дзякуй вялікі. Можна яшчэ? Конечно. З днём народзінаў, Дзміцер. Дзякуй, спадарыня Святлана.